Здравствуйте, уважаемые зрители! У нас сегодня внеочередной выпуск диванных аналитиков. Специальный выпуск, спецвыпуск диванных аналитиков. То есть, если раньше мы сидели, традиционно два человека, да, то сегодня у нас гость. Гость в студии у нас это житель Кангалас, предприниматель и общественник. Общественник Леонид Затеев. Вот раньше Кангаласы были независимым поселком, да? Когда была развита угольная промышленность, когда карьер там работал. То вот на сегодняшнее время что из себя представляет поселок, и на ваш взгляд, скажем так, что можно было бы сделать, чтобы он, как и раньше, скажем так, ожил и стал бы развиваться? И что сейчас мешает? Поселок, он исторически, как рабочий поселок, был создан в 1957 году. И он был создан выделением из Якутского района. Якутский район, как центральная усадьба Якутского района, был не Якутск, а Мархат. То есть это был такой совхозный рабочий поселок выделили в связи с тем, что он стал развиваться. И он получил статус. Был свой совет народных депутатов, избирали, то есть поселок жил, сам на себя работал, все прекрасно. Потом, когда началось это самоуправление, то поселок статуса лишили. То есть его включили в черту города Якутска постановлением 2004 года. Он вошел, то есть все, у людей право на самоуправление исчезло в нашем поселке. Раньше оно было до этого реформы, потом оно исчезло. Потому что в 1957 году, когда поселок образовался, где-то разрез добывал столько же, даже меньше. Так вот. И я что хочу сказать. У нас город Якутск, получается, имеет большую очень территорию. Вот я смотрел в интернете, тут выписал, как для сравнения города, да, допустим, такие же областные, республиканские. Вот Владивосток. Он по площади занимает 562 квадратных километра. Население 630 с лишним тысяч. Иркутск 277 километров квадратных. Население 620 тысяч. То есть большая плотность и города компактные. То есть 300 квадратных километров, 500 квадратных километров. У нас же город Якутск со всеми пригородами получился 3550 квадратных километров. Это здоровая, огромная территория. По площади больше, чем город Москва. Москва 2500 квадратных километров. У нас получилось и плотность населения получилась в Якутске с этим пригородом. Всего 89 человек на квадратный километр. Так, получается, что у нас при большой площади города низкая плотность населения, и на ваш взгляд это неэффективно экономически. Это экономически. Получается, город, он сам по себе, город, в каких границах, он 122 километра всего занимает. А остальные земли, они, получается, были же поселки, и поселки все были рабочие. Поселок Маган, поселок Табага, Хатасы, это хатасский совхоз был, потом Тулагино-Кильдямский наследник. Это все работали люди, все было это как-то. Сейчас что происходит? Земли взяли, земли, получается, эти совхозные, они просто, видите же, да, под застройку пускается и все. То есть вся цель, я не знаю, какая была, видать, торговать землей или что, потому что не используется как надо, эффективность. У нас проблем много в Якутске, да, детскими садами, да, они вылазят, да, такие яркие такие примеры, на морозе люди стоят, в школу очередь, да, в детский сад очередь, тоже ничего нет. Почему? Я считаю, что причина-то главная в чем? В управлении. То есть управление, еще раз управление. Как человек управляет, так и будет. То есть как за рулем какой человек сидит. Если он сидит нормальный, человек адекватный, да, соблюдает правила дорожного движения, он едет хорошо к цели, какой-то нужно груз перевести, еще что-то. У нас получается как? У нас есть главный закон города, главный НПА города – это устав. Устав города. Он должен четко с всеми соблюдаться. Он не соблюдается. То есть получается, мы все в движении вроде да, по улице, но тот, кто должен управлять этим, он правила эти не соблюдает. То есть не соблюдает ПДД. Что будет на улице, если эти правила не соблюдают? А конкретно к применительной ситуации, как это выглядит? На примере Кангаласа. На примере Кангаласа, допустим, когда начали этот ТСР создавать, да, ТСР Кангаласа, мы узнали, собрали собрание общепоселковое, собрали собрание
люди собрались, начали вопросы задавать. Первое собрание были представители ГАО «Технопарк» и директор вновь созданного индустриального парка Кангаласа Борисов Дмитрий. Все, мы начали вопросы задавать, они не смогли ответить. Через несколько дней опять собрались, уже приехал первый зам Игнатенко, зам мэра, то есть там с мэрии приехали, правовой отдел, все там они приехали. Мы начали вопросы опять задавать, непонятно, они вопрос другой. Вот В чем был вопрос? поселок самостоятельный, Да. сейчас он стал частью города. Вот Да. как бы об этом частью говорят. города не идет финансирование в поселке никакого. Допустим, в прошлом году, вот я на отчет ходил, в этом году не знаю, отчета еще не было, на отчет ходил, то есть на весь поселок выделено 14 миллионов рублей. Из них 10,5 миллионов рублей это содержание администрации, то есть зарплаты, там, машина, все вот это, как бы их вот это, расходы. То есть на весь поселок остается сколько? 3,5 миллиона рублей всего. Это вообще ничто. Это... А по самообеспечению он примерно на сколько выходил дебет с кредитом? Вот когда вот не было. Когда сам был? Да, когда сам вот Ну, у примерно нас ваши подсчеты есть. бюджет подушно считается, то есть все подушно считается. У нас население в поселке 1700 человек с лишним. Это большой поселок. У нас есть, потому что вот по Якутии муниципальное образование, как бы, да, поселки вот, самостоятельные, которые свой имеют, население 280 человек, 500 человек всего, ну вообще маленькие поселки, они же живут. То есть у них все есть, они как бы свой бюджет составляют, все. Это, так вот на примере, допустим, поселок Жатай. У него население в поселке Жатай около 8 тысяч. У него бюджет прекрасный, у него бюджет около миллиарда с лишним, наверное. Бюджет Жатая. То есть если подушно получится, ну посчитать, да, вот так сравнить, то в Кангаласах должен примерно бюджет быть ежегодный 200-300 миллионов. Не, ну он же часть города, вот у нас есть городской бюджет. Ну, в чем проблема? получается распределение неверное, то есть распределяется все в центр сюда. Поэтому отсюда и проблемы со школами тут. Очередь такая в центральные школы, да? Почему? Потому что они, значит, как-то лучше обеспечены. Или приедете в поселок Кангалас, в школу зайдите. Печаль. Не, ну так вам сейчас предлагают решение вопроса. Вот ТОСР Кангалас, это Там будет работа, как бы и работа обеспечить, и рабочие оттуда места, отчисления да, должны, отчисления, по идее, и бюджет. Мы почему на собрании вот так были как бы это, против этого? Потому что отчисление в бюджет будет куда? В город Якутск. То есть все налоги с этого ТОСРа будут платиться в бюджет города Якутска, не в бюджет Кангаласа. ну то есть... Ну, Будет Кангалас город как бы и будет нет платиться, бюджета. да, будет в город платиться, а город как не выделял, так и не будет выделять. Он будет на все кивать на этих, как на предпринимателей. А Скажет, что говорит, вот, господа чиновники из мэрии, когда встречаются, мы этот просто ставили, они что говорят вам? Они Как- ничего не говорят. Они вообще не могут ничего сказать, потому что, ну, со мной они вообще не встречаются, как бы избегают встречи со мной, потому что, ну, знают, что я как бы... Не, ну может это прописано какими-то отдельными, то есть вот, слушай, вот что вам гарантировали? Рабочие места? Ну, По-моему, инфраструктуру создания, Инфраструктуру, да, водопровод, Инфраструктура, электричество. сейчас инфраструктура. То есть, вот поселок Кангаласы. И индустриальный парк его начали строить, он сейчас на территории там между Капитоновкой и Кангаласом. То есть он вообще в стороне. Там сейчас вот построили на данный момент ограждение, провели линию уже, подстанцию поставили и газораспределительный пункт поставили. Вот эту инфраструктуру они делают, строят пока. Потом, вот я по новостям смотрел, показывали, что наш мэр там проводил совещание как бы выездное, и там было от директора ГАУ Технопарк Якутия предложение, типа, нужно построить общежитие. Для кого? Если у нас поселок не работает весь, то есть столько рабочих мест, и многие ездят там, молодежь там в город работают, да, для кого тогда общежитие строить? Я к чему клоню, что если строят общежитие, значит уже будет завоз рабочих сил. То есть будет работать уже не местные люди. Ну, это же так, очевидно. Для кого строить, если вот народ? То есть Да. есть опасения, что обещанные рабочие места не будут предоставлены местному Конечно. населению. И ладно поселок. Поселок-то как бы он не сам же по себе, да. Вот есть у нас рядом тоже, допустим, село Тулагино. Тоже больше половины ездит в город на работу.
И этот индустриальный парк, он закладывался же еще, по-моему, с 2013 года. То есть его начали потихоньку проводить. Еще не ТАСЭР, а просто индустриальный парк. Делали как это, земельные там все вот такие работы, да, проводили. И если это все проводилось, почему сразу же, допустим, не подготавливались? Какая в итоге из всего этого складывается картина? Картина этот Что в итоге, ну, если обобщить, это все, что... индустриальный парк, если бы был создан, то он должен работать на поселок Кангалас. То есть А он работает на кого? он будет работать на город Якутск. Но Кангалас это теперь часть Якутска. Часть Якутска, но факт тот, что он как часть Якутска, но обделенная. Мгм. То есть получается, он как бы пасынок у какой-то падчерицы. Ну, Да. а рабочие места, они, в то же время вы боитесь, что они вам не даются, да? Рабочие места это ну, как один только аспект. На что будет развиваться? Все деньги будут идти в индустриальный парк. То есть индустриальный парк, сам ТАСЭР. На поселок что будет выделяться? Никто ничего не говорит. Мы эти вопросы озвучивали. И сейчас я об этом говорю. Где механизм? Если не предусмотрено вот этих каких-то актов, да, должен быть городской или городской думы какой-то акт, да, вот покажите документ, что то-то, то-то, то-то. Если этой бумажки нету, ничего не будет. Все будет так же по-старому. А инфраструктуру какую там, что-нибудь предусмотрено в договоре, там, что вот построим школу, построим там, что-то там ремонтировали, подсобку, да, что-то сделали. Раздевал. Раздевалку, да. Раздевалку, потому что уже там, какая раздевалка, действительно, как курятник была там. Ну, то есть, ну, вот же есть, Но- что-то но- делается же, вы же не можете сказать, что ничего не делается. Это сделали это просто предприниматели от своего как бы этого. Ну вот, От да. своей души, да. Но это же не решает проблему. Не должно быть так, что вот, Ну, то есть нет юридических гарантий. конечно, того, что- какие гарантии? То есть все как бы, вот же предприниматель вам будет потом помогать. То есть будет, вот картина какая, будет индустриальный парк, будет много рабочих мест, будет там производство, да, будет все там, прибыль идти, все налоги будут идти в город Якутск. А поселку Кангаласы, ну вот, вам подарок сделают предприниматели. Там на 8 марта, там на 23 февраля или на День Победы, ну что-нибудь они вам там сделают, да, какой-нибудь там. Да, а на работу брать вас будут, Конечно, неизвестно, будут не будут. Ну, Но если мы собрали, Гарантий, ну, гарантий нет. да, ну смотрите, ну, Ну смотри, с другой стороны, если взглянуть, это им предоставлено большие площади земли, участки, да? А если, скажем так, заинтересованность у местных, скажем так, предпринимателей в землю тоже там брать в аренду, скажем, как-то ее использовать в частных целях, скажем так, для бизнеса. То есть тут есть какие-то возможности у вас, например, лично взять участок и начать